Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфелина Алексеева в программе News on Air. Сегодня, как и анонсировала вчера, продолжение обзора популярных мест активного отдыха в Якутске, также новости из мира якутского кино. Морозы наконец отступили, и уже на протяжении нескольких дней погода радует горожан. Сотни жителей Якутска за прошедшие выходные в качестве развлечений посетили места активного отдыха, в том числе и горнолыжные базы. В следующем материале все явки и пароли смотрите и планируйте длинные предстоящие выходные. Любители экстремального отдыха покоряют горы. Владимир Заровняев на этом склоне занимается сноубордом и лыжным спортом 15 лет. Отмечает, что сезон горнолыжки они стараются начинать раньше. У нас очень короткая весна, быстротечная. На беговых лыжах не успеваешь, поэтому здесь можно сезон чуть пораньше ловить. Уже с начала ноября, середины ноября можно спуски здесь уже организовывают. Практически всю зиму, за исключением 50-градусных морозов, горнолыжники и сноубордисты постоянно собираются на этой горе, в том числе и Елена Федюшина. Я только на лыжах, на этой горке с 1990 года. И так вот у нас такая группа, очень хорошая, дружная компания любителей лыж и сноубордов. Очень приятно приходить сюда по выходным, прям с удовольствием. Горнолыжная база в столице работает с 1988 года и по сей день активно принимает посетителей. Сотрудники ежедневно следят за состоянием трассы. Мы снегоходом закатываем снег, специальные волокуши цепляем, и снег выпадает, его утрамбовываем. Но, как отмечают спортсмены, условия для горнолыжного спорта нельзя сравнить с другими регионами, где этот вид сильно развит, так как в Якутии спуски короткие и пока подходящих баз для профессиональных занятий нет. Где-нибудь катались помимо республики? Манжироки в Алтае и на Шерегеше. Можете сравнить с нашими якутскими трассами? Нет. Там гораздо круче. А тут выбирать не приходится, здесь живешь, здесь катаешься. Вообще есть очень много гор, особенно в черте города, где можно развить это очень глобально. И можно прямо развивать этот спорт. Но, тем не менее, желающих покорять горы много. Это любители снега, природы и свежего воздуха. Активный отдых помогает держать организм в тонусе. Речь не только о физическом состоянии, но и моральном. После такого отдыха ощущается прилив сил, возникает чувство радости и счастья. Занимайтесь спортом, катайтесь на сноуборде! Каждое утро на катке начинается с уборки. Сотрудники расчищают лед и 2 раза в неделю заливают воду. Любители покататься на каток приходят с самого утра, несмотря на раннее время и понедельник. Сандал Семенов со своими коллегами ежедневно проводит время на льду. Я предпочитаю активный отдых, и это мне очень нравится по душе. Самое открытие только 1 день пропустил. В этом году на катке озера Сайсар специально соорудили вот такую зону без коньков. Здесь есть ледяные горки и ледяные ловушки. Это сделано для развлечений детей и взрослых. Также в Якутске открылся ледовый городок «Северное сияние». За прошедшие выходные его посетили сотни горожан. В этом году там построили 6 горок разной протяженностью. Одна из них составляет 160 метров. Это на 50 метров больше, чем в прошлом году. Понравилось? Да. Быстро? Быстро. Еще хотите? Нет. Все нормально, все нравится. В прошлом году опоздали, здесь уже все растаяло. В апреле пришли, никого не было ночью. А в этом году, да, успели. Мы только пришли, отлично, хорошее настроение. Спасибо большое. Ага. А что планируете попробовать в первую очередь? В первую очередь за детьми надо посмотреть и на большой горке прокатиться. Ребенку яма больше всего понравилась. Хорошо, красиво. Ну и традиционно в ледовом городке мастера соорудили уникальные скульптуры из льда и снега.
Большая экспедиция «Север рядом» якутскими тропами стартовала из Якутска. 12 участников преодолеют более 1000 километров от столицы до села Батакая-Алыта на вездеходах «Бурлак». Кроме испытания техники, также планируется провести тестирование новых радиостанций отечественной разработки. Руководит экспедицией опытный путешественник Николай Находкин. Провожал путешественников в путь и мой коллега Александр Хавренко. Вот на вот этих замечательных вездеходах «Бурлак» 12 членов экспедиции отправятся по маршруту из Якутска в Батамай, Батагай-Алта, в Верхоянск, Цибенкёль и вернутся снова в Якутск. «Бурлак» – разработка отечественного автопрома, надежные машины повышенной проходимости. Таким автомобилем по плечу и горные перевалы, и болото, и глубокий снег. Уникальность этой шины заключается в том, что она четырехслойная, она очень мягкая, и ее можно спускать при движении по болотистым местностям. Тем самым мы увеличиваем площадь соприкосновения с поверхностью и уменьшаем давление на грунт, что является критически важным параметром при движении на рыхлом снегу и на болоте. Николай Находкин, руководитель экспедиции, уверен, что если такие вездеходы будут приняты на вооружение в республике, то это поможет решить многие проблемы, в том числе и по завозу грузов в отдаленные районы. И цены бы упали, и можно было и малый бизнес развивать, и туризм, потому что машина комфортная, мягко идет, сидишь как в купе вагонах, там кипяток есть, кофе пьешь, и в окно такие пейзажи, Верхоянских гор, как будто я раньше вот там на лошадях проходил с такими этими испытаниями, а сейчас, в принципе, любой человек мог бы на таких развивать туризм. Экспедиция продлится 10 дней. За это время ее участники планируют испытать вездеходы, найти более короткий путь доставки грузов, а заодно взять пробы воды в населенных пунктах и испытать новые российские радиостанции. В Якутск бурлаки вернутся в первых числах марта. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Новгородской области прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине сражения на озере Ильмень. В феврале 43-го года 19-я, 10-я и 21-я лыжные бригады должны были пересечь озеро и перерезать транспортный узел, ведущий в Ленинград. Но немецкие захватчики настигли якутских лыжников прямо на озере. 2/3 состава погибли. Остальные дошли до берега и выполнили боевую задачу. В память о мужестве якутских солдат на озере Ильмень состоялся лыжный забег. О дистанции и участниках расскажет Айсена Бурнашова. По команде «Марш» более 50 лыжников отправились покорять дистанцию. От старта до финиша их отделяет 1,5 километра. Заезд хоть и короткий, но сложный. Ухабы и повороты через каждые 200 метров. Львиную долю участников представила Новгородская область. Это и лыжники со стажем, самому старшему 85, так и начинающие. Например, Саше всего 5 лет, и это его первая гонка. Ура, молодец! 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 Посчитали, что сам дойдет. Так и случилось. Но он самый последний пришел. Да. Зато сам? Сам, да. Прошел дистанцию и якутянин Алексей Бурцев. Он никогда не катался на лыжах, но приехать на Ильмень и не оставить свой след просто не мог. Как дистанция далась? Тяжело было. Честно, да? Да, честно говоря. Еле доехал, но финишировал. За какое время справились? Мне не сказали, я третьим приехал и все. Но самое главное не победа, да? Главное участие. Чисто для меня это участие. Медали и кубки блекнут перед главной целью забега. Для участников это прежде всего дань памяти. Маршрут пролегал по берегу Ильменя, выступы которого 80 лет назад должны были взять бойцы-якуты. В феврале 43-го года, когда совершалась вот эта операция «Полярная звезда», лежал такой же снег, такая же погода Нет, стояла? конечно, была более холодная погода, более снежная, более вьюжная погода была. Вот представьте, олимпийская трасса сегодня, марафон, 50 километров, да, бегут наши спортсмены. А им нужно было в полной выкладке со всей боекомплектом пройти 60 километров за ночь до рассвета, штурмом взять вот эти вот крутые берега, и еще пройти 10 километров до трассы и перерезать ее. Но жизни якутских лыжников оборвались прямо на озере. Немецкая артиллерия наносила удар за ударом. Силы бросила и авиация. Для 700 якутян операция «Полярная звезда» стала последней.
На берегу озера Ильмень высится гранитный обелиск в виде якутской урасы. Он стал домом для тех, кто так и не вернулся с поля боя. Почти 30 лет каждый год сюда приезжают потомки победителей, чтобы почтить память павших, сказать спасибо и не забывать, какой ценой досталась победа. Здравствуй, легенды овеянной Ильмень. Гордость и слава российской земли. Вновь повторяя с небес твое имя, клином плывут над тобой журавли. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Устрика, Новгородская область. Фильм «Детектор» якутского кинорежиссера Костаса Марсана выйдет во всех киноэкранах страны со 2 марта. Главную роль в картине исполнили популярные российские актеры Екатерина Вилкова, Кирилл Кяро, а также Гела Месхи. Над проектом работала команда продюсерского центра киностудии Максима Горького в Москве. Основной блок съемок проходил зимой в 2021 году в Московской области. Как отметили создатели проекта, фильм с первой минуты затягивает зрителя в мистический круг из тревог, страхов и обид главных героев. Костас Марсан известен зрителям своими работами в схожем жанре, как «Ичи» и «Мой убийца». Я очень рад, что якутское кино поднимается на новый уровень, потому что наши специалисты, режиссер из Якутии Константин Данилов снял первый полнометражный фильм киностудии имени Горького. Я думаю, что новый эксперимент киностудии имени Горького будет очень интересным, фильм захватывающим. Приглашаю всех якутян посмотреть новый фильм. Сегодня я с вами прощаюсь, а уже завтра вас ждет подборка интересных и любопытных событий о Якутии из социальных сетей. До новых встреч в эфире!